أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Аллах Субхану ва Тааля в Коране, обращаясь к нам, увещевая нас, заботясь о нас, говорит: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربكم ثوابا وخير لكم амалян. То есть все блага мира, ваши богатства, ваши дети, то, что вы имеете в этом мире, это просто украшение этого мира. Для вас же лучше те благие деяния, которые вы совершаете ради Аллаха, для того, чтобы Он был доволен вами. И это лучшая надежда для вас и лучшее вознаграждение. Ибн Аббас, ради Аллаху анхума, комментируя этот аят, говорит, что Мухаммад, саллаллаху говорил об этом аяте, что «Валь-бакияту салихат» слова, то есть благие деяния, которые вы совершаете для своего будущего, которые лучше в надеждах и лучше как лучшее вознаграждение, это говорится о тасбихе, о тех словах, которые мы произносим после намаза, всякий раз после пятикратных намазов, говоря «Субханаллахи, вальхамдулиллахи, валя иляха илляллаху, валлаху акбар». Пречистый, о Аллах! Вся хвала тебе, о Аллах! Нету никакого божества, существа, вещи, идеи достойного поклонения, кроме Аллаха, и превелик Аллах. Мухаммад, саллаллаху говорит по этому поводу: произнесение слов «Субханаллахи вальхамдулиллахи валя иляха илляллаху валлаху акбар» лучше для вас того, если даже рядом с вами соберут все золото всего этого мира и положат рядом с вами, то для вас будет лучше произнесение вот этих слов. Аллах Субхану ва Тааля предупреждает нас и говорит: «Я вас создал в этом мире. Я создал в этом мире все, что вы видите, слышите, ощущаете, осязаете. И я знаю, что благо для вас, а что вред. Послушайте меня, говорит Аллах Субхану ва Тааля, и совершайте благие дела ради того, чтобы достичь моего довольства, чтобы я вас полюбил. Юхиббухум ва юхиббунаху». И полюбил их Аллах, и они в ответ, у них в груди, в сердцах загорелась любовь к Аллаху, говорится в аяте Коран. «Ради Аллаху анхум ва радуган». Аллах Субхану ва Тааля не спосылает свое довольствие к своим рабам, и только потом у них в душе появляется довольство по отношению к Аллаху. Они благодарят Аллаха. Довольство, наше довольство Аллахом – это благодарение, шукр. Аллах Субхану ва Тааля предупреждает, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что я лучше знаю, мое имя Аль-Галим, говорит Аллах Субхану ва Тааля, мне лучше знать, что вам полезно, что не полезно. И когда мы видим, что если человек сидит и слушает Коран или ваазы из Корана, и он засыпает, и когда видим, что когда подается что-то такое мирское в виде денег или в виде пищи какой-то, или он, увидев какой-то противоположный пол, просыпается, то в данном случае, как говорит Абдуль-Вахаб аш-Шаграни, куддисаллаху сирраху, нужно было бы сделать вам наоборот, когда вас увещевают, когда делают вам насихат, и когда произносятся слова тасбиха и читается Коран, вы должны бодрствовать, а когда вы видите это мирское, вы должны бы как бы отдалиться от этого, то это лучше для вас. На сегодняшний день, это было в 16 веке, он говорит, что на сегодняшний день мы видим обратное, что люди не обращают внимания на эти аяты Корана, где говорится, что Аллах более знающий, что для вас лучше, а что для вас вред. Иногда видим
в мечетях, когда начинают произносить тасбих, люди вскакивают и убегают по своим мирским делам. Несколько минут, минуты 2, минуты 3, можно задержаться, наверное, ради того, чтобы Аллах был доволен. Это благое дело. Валь-бакиятус салихат. Мухаммад саллиллаху объясняет по этому поводу. Бакиятус салихат субхан Аллахи вальхамдулиллахи ва ла иляха илляллаху валлаху акбар. Ва ла хауля ва ла куввата илля биллахи аль-алиyyил азим. Добавляем мы. И добавляем еще маша Аллаху кана, ва лам яша лам якун. Если Аллах пожелает что-то, ты добьешься в этом мире, или в дольном мире, или в будущем мире. Если Аллах не пожелает, у тебя ничего не будет. И когда читается Коран, Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваида кури аль-Кур'ана фастамигу лаху ва анситу». Прислушайтесь, замолчите, поплачьте. Мухаммад саллиллаху говорит: если не сможете поплакать, то постарайтесь изобразить хотя бы плач. Если и так не получается, то сядьте рядом с тем человеком, который плачет, потому что это лучше для вас, лучше всего золота этого мира, всех богатств этого мира. Куда спешите? Говоря, что я читал в хадисах, я видел, я слышал такого-то шейха, что это все не нужно, что это не надо делать, что это лишнее. Вспомните хадис, Сахих Муслим, от Ибн Аббаса, когда он говорит, что и когда заканчивались намазы муаккат, пятикратные намазы, не фарзы в намазах, а муаккат, пятикратные намазы, он поворачивался к нам и громко произносил: «Субхан Аллахи, вальхамдулиллахи, ва ла иляха илляллаху, валлаху акбар, ва ла хауля ва ла куввата илля биллахи аль-алиyyил азим». И в это время мы понимали, что все намазы вот этого времени, или зухра, или асра, или утреннего намаза, закончились, и мы начинали произносить тасбихи и читать Кораны. И старались приблизиться к довольству Аллаха. Аллах Субхану Тааля лучше знает, что нам вред или что нам в пользу. Он предлагает, говорит, что все это богатство, все ваши деяния в этом мире – это просто украшение земной жизни. Для вас же лучше будущий мир. Чтобы вам было легче совершать какие-то благие деяния, я не спаслал вам свой Коран через своего любимца, пророка Мухаммада, саллаллаху, который объяснил его своей жизнью, который называется его обычаем, его традицией, сунной. И то, что сунна пророка Мухаммада, саллаллаху, обязательно к исполнению. Не в виде мустахабов, а в виде действительно тех деяний, которые он совершал, сунну пророка Мухаммада, саллаллаху. Да вознаградит Аллах всех тех, которые стремятся. Да облегчит нам Аллах Субхану Тааля жизнь в этом мире. И в будущем мире Аллах Субхану Тааля введет нас в рай и простит нам грехи. И мы молим всегда Аллаха, обращаемся с мольбой к Аллаху: «Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар». Аллаху акбар.